Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Арктическом Верхоянском районе прошло выездное заседание Госсобрания ЛТУМЭН. Была рассмотрена актуальная проблема организации медицинской помощи беременным женщинам в арктических районах. По итогам обсуждения принят ряд важных решений. Какие-то конкретные решения мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии: Светлана Давыдова, председатель постоянного комитета по охране здоровья Госсобрания ЛТУМЭН Республики Саха. Светлана Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Ваш постоянный комитет по здоровью называют самым выездным комитетом. На этот раз вы посетили Верхоянский район. Как там обстоят дела с демографией, рождаемостью? В целом наш комитет выезжает по самым актуальным вопросам, которые обсуждаются у нас в обществе, которые задают наши избиратели, наше население. И на этот раз мы выехали в Верхоянский район именно одним из таких важных вопросов, который стоит у нас вообще в республике, это в связи с рождаемостью населения в республике. В течение последних 3 лет ежегодно снижается сама рождаемость, примерно где-то на 300 человек ежегодно отмечается снижение рождаемости у нас в республике. И этот вопрос мы обсуждали в течение 2025 года. И в одном из последних пленарных заседаний депутат с арктических территорий Сергей Афанасьевич Сивцев, он задал именно этот вопрос, который наболел уже, который уже был на устах у людей. Да? Это вопрос рождаемости населения в арктических территориях. Это задано было правительству республики. Ну и также вопросы выезда на скрининговое обследование беременных женщин с арктических территорий. И этот вопрос, он стал актуален тем, что в последнее время само по себе снижается и рождаемость в арктических территориях нашей республики. Если раньше, куда мы выезжали, в Верхоянский район, в районе рождалось где-то около 200-250 детей, то на сегодняшний день по результатам 2025 года в районе родилось всего 103 ребенка. Из них, из 103 детей, только одни роды происходили в Верхоянском районе. Остальные все роды были приняты в городе Якутске в перинатальных центрах. И думаю, что этот вопрос, он был уже и ранее такой актуальный, да, но он сегодня имеет такое было обращено на него острое внимание, потому что мы понимаем, что демографическая ситуация, одну из вопросов демографической ситуации, конечно, надо решать вопросами именно с точки зрения медицинской организации помощи беременным женщинам. Да, если мы говорим о перевозке, одна из таких мер поддержки – это перелет. Как будет решен вопрос по перелету беременных женщин? В течение беременности женщина 3 раза должна пройти скрининговое обследование на разные виды заболевания ребенка, состояние ребеночка, да, плода и так далее. И эти все 3 скрининговые выезда, они не оплачиваются. Все эти скрининговые выезды, они за счет самой роженицы, то есть беременной женщины, за счет семьи. И только 4-й выезд на роды, да, на сами собственные роды, оплачивается именно с бюджета нашей республики. И острый самый такой вопрос – это скрининговое обследование беременных женщин, то есть плода в период беременности. И когда мы посчитали, обсуждали общественники, да, выступали депутаты местные депутаты, и там они говорили, каждый выезд, каждое рождение ребенка в Арктике, оно стоит где-то около 1 миллиона рублей. Для того, чтобы выехать, приехать, жить в городе Якутске, пройти какие-то виды обследований и так далее, снять квартиру, и это все выходит в течение всей беременности. Семья должна рассчитывать где-то на 1 миллион рублей. Может быть, где-то меньше, где-то больше, да, но оно именно так и рассчитывается. Надо отметить, что в нашем заседании принимала участие депутат Государственной Думы Галина Иннокентьевна Данчикова, и она тоже заострила на это очень такое внимание, что вопрос надо ставить не только об оплате перелетов беременных женщин, но и компенсировать проживание в городе Якутске.
Здесь надо отметить, что скрининговые обследования, они обязательны для каждой женщины в определенный период с 12 до 13 недель, да, потом с 20 до 23 недель, и последний скрининг 30 и более недель. Да. И вот в эти сроки женщина должна быть обязательно в городе Якутск, ну, то есть приехать. Министерство здравоохранения в последние годы очень большой рывок сделало в части усиления материально-технической базы районных больниц, центральных районных больниц. Мы когда были в Верхоянске, там было и есть очень хорошее оборудование, возможности есть. Да. Сейчас занимается подготовкой специалиста по пренатальной диагностике. В принципе, это можно вот именно саму диагностику, трехразовую вот эту диагностику, можно проводить у себя на местах, в арктических территориях, да, но в то же время, когда будут какие-то вопросы, сомнения у доктора по поводу диагноза плода и так далее, конечно, эта женщина должна приехать в город Якутск. И там же для установления, для диагноза, да, и так далее. Также мы там отметили, что женщина, которая приезжает на скрининговое обследование, ему не оплачиваются больничные листы, и женщина вынуждена брать отпуск за свой счет или отпуск взять, да, чтобы приехать в город Якутск и проживать. Этот вопрос тоже мы обсуждали с Министерством здравоохранения. И Министерство здравоохранения наше, сейчас будет искать варианты, как это можно будет тоже рассматривать. И следующим, конечно, таким немаловажным вопросом, конечно, стоит вопрос кадровой обеспеченности в части пренатальной диагностики. У нас в последнее время кадровое обеспечение, очень хорошо улучшается. Если взять южные районы нашей Якутии, Нерюнгри в этом году приехало более 100 специалистов, да, в Мирном тоже обеспеченность тоже медицинскими кадрами улучшается. Но в части арктических территорий она остается тоже очень острой. Поэтому, конечно, в данном направлении стоит очень сильно поработать. Это не только Министерство здравоохранения, там межведомственная очень большая работа, чтобы очень так поработали и местные муниципальные власти, обеспечение жильем приезжающих наших молодых специалистов, и также подъемные и так далее. Вот эти вопросы, они должны решаться на местах. И вот сейчас Министерством здравоохранения тоже будет проводиться обучение специалистов УЗИ пренатальной диагностики. Я так думаю, что этот вопрос, не сегодня, да, но со временем она должна будет закрыться, и это должна решиться этот вопрос. Я думаю, что для молодых специалистов, которые едут, скажем, работать в арктические районы, еще важную роль, немаловажную играет, наверное, стабильный интернет. Для того, чтобы им было чем заняться или даже поработать, включая телемедицинские консультации. Как в арктических районах дела с интернетом? Мы знаем, что цифровизация здравоохранения, она идет семимильными шагами. У нас республика считается одним из лучших показателей по цифровизации самого здравоохранения. Ежегодно, по данным Министерства здравоохранения, проводится более 50 тысяч, или я сейчас в цифрах точно не помню, но огромные цифры телемедицинских консультаций. Вся телемедицинская консультация, она проводится посредством интернета, правильно, да? И в этой части, конечно, очень даже немаловажна скорость, не то, чтобы был интернет, да, но скорость самого интернета. И качество изображений, которые передаются врачами, исследователями с мест, да, которые передаются здесь на местах через архивные изображения документов. Архимед у нас в республике работает, да, через тоже скорость интернета. Она загружается. Иногда один снимок может загружаться сутками, понимаете? Поэтому здесь, конечно, немаловажную роль играет вот этот вопрос, да. И вопрос вообще остро ставился всеми, и докторами, и муниципальной властью, да, там у нас приезжали представители Эвено-Бытантайского района, глава, да, и председатель районного совета депутатов, и они все ставили этот вопрос очень остро. До 2027 года, 27 год, по-моему, итоговый, должно быть, насколько я знаю, что подключены наши арктические районы к сети интернет.
Там имеется интернет, есть, но она такая медленная, что для передачи вот таких вот цифровых изображений, которые без которого на сегодняшний день современное здравоохранение не обходится, просто невозможно. И поэтому это один из таких важных моментов, это, конечно, связь, интернет. На заседании выездного комитета было отмечено, что некоторые вопросы надо решать на федеральном уровне. Какие это вопросы? Ну, во-первых, на федеральном уровне, скорее всего, надо решать вопросы оформления больничных листов для женщин, для того, чтобы выезжали здесь, в город Якутск. Второе, это, конечно, решение дорожной карты беременных женщин, то есть какая дорожная карта должна быть у беременных женщин, нормативы ведения беременных женщин, именно с учетом нашей огромной территории, арктической территории. Хочу отметить, что Институтом организации здравоохранения разработана методическая рекомендация по организации первичной медико-санитарной помощи в арктических территориях Российской Федерации. Но там нету именно организации медицинской помощи беременным женщинам. И мы вот предложили с своей стороны тоже именно разработать или инициировать именно разработку вот такой вот методических рекомендаций по организации ведения беременных женщин на территории Арктики. Для того, чтобы женщина приехала на обследование даже в тот же Батагай из Верхоянска, ей надо ехать где-то 1,5-2 часа. Понимаете? Это очень долго. Ну, вот в Верхоянском районе уже начали решать дистанционного направления на обследование крови в центральную районную больницу. Там уже люди, как бы пациенты, не должны будут ездить, да, в Батагай, чтобы сдать анализы, а именно вот, медицинское учреждение того населенного пункта, в котором находится, они сами возят вот эти биологические массу в центральную районную больницу. Вот, да, кстати, про Батагай. Вы же тоже там были, в районном центре, посетили медицинский кабинет в средней школе. Ваш комитет по здоровью принимал активное участие к возвращению медкабинетов в образовательные учреждения. Почему сейчас это важно? Вот в течение 2024 года наш комитет этот вопрос очень сильно как бы обсуждал, да. Несколько у нас тоже выездных заседаний было на уровне, в Мирном мы выезжали, Ленский район выезжали по этому вопросу. И вот по итогам 2024 года в послании главы это было сказано о том, чтобы максимально вернуть медицинских работников в школы. Мы знаем, что лет 15 назад с изменением федерального закона об образовании медицинские работники со штатов лечебных учреждений, они были переведены в штаты образовательных учреждений. И вместе с тем, конечно, вот эта функция наблюдения и наблюдение за ребенком, за школьниками в период школьного обучения, оно было передано как бы школам, преподавательским составам, да. И, конечно, это неправильно было. Я тогда еще в городе работала, да, в городе. То есть городское здравоохранение было в городе, мы с этим были не согласны, мы понимали, что это приведет к каким-то худшим вариантам. И мы даже, да, надо сразу сказать, что по результатам 2024 года было отмечено ухудшение состояния здоровья детей в школах. То есть получается, что мера необходимая и вполне себе рабочая? Да, это необходимо, это не обязательная такая работа. И 2025 года, в течение 2025 года Министерство здравоохранения, Министерство образования вели очень совместную межведомственную работу. И полностью вот 1 сентября практически во всех школах медицинские работники вернулись в школы. Ну что ж, Светлана Николаевна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, поделились важной информацией. Приходите по возможности к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.